Маршал Душек, здравствуйте, с вами Табарка Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит итоговый выпуск «Новости 7» на канале Грозный. Смотрите сегодня. Глава Чечни побывал с рабочим визитом в Москве, обсудил ряд важных вопросов с председателем правительства России, нашел понимание по каждому из них и встретился с федеральными чиновниками. Школы, аэропорт, медицина, промышленность и детский отдых. Что еще на повестке? Глава республики пообщался и с арабскими послами. Они еще раз назвали Рамзана Кадырова связующим звеном между Россией и исламским миром и возложили на него большие надежды. Мы рассматриваем вас как главное звено в активизации и упрочении отношений между Саудовской Аравией и Российской Федерацией. День Национальной гвардии. Рамзан Кадыров поздравил бойцов и вручил государственные награды отличившимся. Эта служба и опасна, и важна, напомнил глава. Наша гвардия борется с терроризмом и организованной преступностью. Как правильно оформить земельный участок, чтобы потом не было проблем с законом? Почему люди попадаются на уловки аферистов и какое наказание следует за противоправными действиями? Конкретные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. Что нужно, чтобы поехать в хадж? Прием документов уже начался. В этом году в священную Мекку из Чечни отправится 2600 паломников. И как идет строительство всесезонного курорта Ведучи? Выездное совещание московских чиновников высоко в горах. Еще раз о том, каким будет курорт, который должен стать эталонным в России. Это очень красивое, удобное со всех точек зрения место. На неделе глава Чечни был в Москве с рабочим визитом. Состоялось много встреч, но главная из них – встреча с председателем правительства России. Договоренность о ней была достигнута еще 10 марта, когда Дмитрий Медведев приезжал в Пятигорск, чтобы обсудить проблемы Северного Кавказа. Глава республики рассказал премьеру о вопросах, которые невозможно решить без помощи федерального центра, и на каждый из них нашел понимание. Подробнее о визите и встречах Мариам Керимова. Встреча состоялась в резиденции Дмитрия Медведева в подмосковных Горках. Главная тема – дальнейшее развитие Чеченской республики. Предложение обсудить все более детально было озвучено главой Чечни еще 10 марта на заседании правительственной комиссии по развитию СКФО. В ходе беседы Рамзан Кадыров предоставил Дмитрию Медведеву пакет документов с заключениями ряда министерств и ведомств. Председатель правительства, в свою очередь, внимательно отнесся к озвученным проблемам и дал соответствующие поручения по их решению вице-премьерам и министрам. В частности, речь зашла о необходимости развития инфраструктуры аэропорта Грозный путем строительства второй очереди, поскольку воздушная гавань близка к исчерпанию своих возможностей. Ежедневно в Грозный прибывают бизнесмены, иностранные делегации, туристы, расширяется география полетов. Запланированные изменения позволят создать и новые рабочие места. Минимум себя. Это постоянно рабочие места. Также на встрече говорили об оказании помощи в оснащении республиканской больницы и перинатального центра. Своими силами регион это не осилит, а работать с полной нагрузкой крупные больницы не могут из-за отсутствия необходимого оборудования. Оба учреждения являются учреждениями третьего уровня, то есть там оказывают самую высокотехнологичную медицинскую помощь. И здание совершенно потрясающее, логистически продумано все, но отсутствие оборудования, конечно, не позволяло нашим докторам оказывать медицинскую помощь в том объеме, в каком это следует в таком учреждении оказывать. В течение 2-3 месяцев, это то время, которое нужно для изготовления высокотехнологичного оборудования, мы сможем поставить это оборудование, обучить врачей к работе на нем и полноценно его использовать в лечебной и диагностической работе, чтобы наши жители могли, не выезжая, получать полную помощь у нас в республике. Особое внимание в ходе встречи было уделено проблеме оползневых зон. Из-за бессистемной эксплуатации недр эти процессы уже происходят в 11 районах, в результате чего более 25 тысяч человек нуждаются в переселении. Будет отведен земельный участок, построен поселок на 6 тысяч жителей полной инфраструктурой для данного населения. Это школа, детский садик, все, соцкультбыт и
газ, свет, вода полностью. Также Кадыров подчеркнул, что обветшалая система ЖКХ, которая не один десяток лет, в реконструкции нуждаются в водоснабжении и очистные сооружения. Этот вопрос сдерживает строительство крупных объектов в ряде населенных пунктов. Местные чиновники, в свою очередь, отмечают, именно благодаря таким встречам при участии Рамзана Кадырова и удается найти решение даже самых сложных вопросов, касающихся республики. Речь идет о модернизации сетей водоснабжения и сетей водоотведения города Аргуна и нескольких поселений Удермесского района. Мы рассчитываем на поддержку фонда реформирования ЖКХ, который осуществляется путем выделения финансовых средств в размере 60% против 40% инвестиционных. На сегодняшний день у нас есть инвестор, который изъявил желание, и мы будем работать в этом направлении. В ходе визита в Москву Рамзан Кадыров встретился и с министром образования России. Речь зашла о проблеме трехсменки в школах и необходимости строительства новых учебных заведений. Говорили о задачах развития учебной базы высшего, среднего, профессионального и общего образования, строительстве новых учебных корпусов и общежитий Чеченского госуниверситета. Ольга Васильева заверила, что окажет необходимое содействие в решении всех этих задач. В беседе с председателем правления «Газпромбанка» Андреем Акимовым речь зашла о развитии завода «Электропульт Грозный». Это первое послевоенное предприятие, открытое в республике при поддержке «Газпромбанка». Было решено проработать данный проект. В подарок для Чеченской республики Акимов передал 50 томов лучших книг из Золотого фонда детской классики, 100 томов из серии Золотого фонда мировой классики. Вслед за этим Рамзан Кадыров встретился с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным, где обсудили организацию детского отдыха. В Чечне эта проблема является наиболее острой, поскольку в ходе военных действий были полностью разрушены все лагеря летнего и круглогодичного отдыха школьников. Первый подобный объект открыли в 2015 году в Шилковском районе. Еще 2 возводятся в Шалинском. Каждый из них сможет одновременно принимать до 500 человек. Здесь планируется построить многофункциональные спортивные комплексы, бассейны и многочисленные игровые площадки. После открытия этих лагерей необходимость вывозить детей за пределы региона отпадет и вовсе. Более того, можно будет принимать гостей из других субъектов страны. Будут организовываться различного рода экскурсии, туристические маршруты для наших детей. Также по соседству с этим лагерем расположился лагерь «Светлячок», где также созданы комфортабельные условия для пребывания и отдыха детей. На встрече с федеральным министром также говорили о строительстве в республике специальной коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта, а также учреждения для ребят с задержкой физического развития. Обсудили реализацию программы снижения напряженности на рынке труда. Встреча состоялась и с министром финансов России Антоном Силуановым. Сбалансированность бюджета на 2017 год и получение бюджетного кредита на погашение ранее взятых сумм стали главной темой. Здесь же Рамзан Кадыров поднял и вопрос формирования бюджета на будущий год. А уже на встрече с министром промышленности Денисом Мантуровым и министром правительства России по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым говорили о создании туристического кластера и трехсменки в школах. Также Кадыров напомнил, что предприятия в Чечне испытывают большие трудности в связи с тем, что в программах их восстановления не были предусмотрены средства на оборудование и сырье. Поэтому в полной мере использовать потенциал пока не удается. Хотя многое сделано путем привлечения иностранных и отечественных инвестиций. Затронули вопрос сотрудничества с Фондом развития промышленности. Это поспособствует налаживанию выпуска конкурентоспособной продукции. Было также решено поддержать проекты создания технопарка и автопрома, оказать содействие в виде господдержки в строительстве второй очереди молочного комплекса, расположенного в Гудермесском районе Чечни. Было решено на встрече с министром сельского хозяйства России. Затронули и оросительные сети, которые в ходе военных действий полностью разрушены. Такая же участь постигла всех зданий, сооружений сельхозтехники. Чтобы фермеры все это возродили, необходима поддержка. Многое, по словам Кадырова, сделано. Заложены сады, теплицы, виноградники, появились сотни животноводческих ферм. Однако содействие в этом вопросе помогло бы значительно увеличить выпуск экологически чистой продукции. О вопросах дальнейшего развития спорта в Чечне говорили с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко и министром спорта России Павлом Колобковым. В частности, речь зашла об использовании стадиона Ахмат-Арены в проведении тренировок одной из команд, участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году. Обсудить задачи более предметно решено по приезду в Чечню. Встреча состоялась и с руководителем администрации президента России Антоном Вайном. Рамзан Кадыров подробно рассказал о состоянии дел во всех сферах жизнедеятельности региона и нашел поддержку по всем озвученным проблемам. Визит, как всегда, получился плодотворным. Каждая поездка Рамзана Кадырова в Москву – это решение многих актуальных для республики задач. Мариам Керимова, Магомед Шатаев, Новости 7.
В Москве Рамзан Кадыров встретился и с послами Саудовской Аравии и Бахрейна. Говорили о взаимоотношениях исламского мира с Россией. Делегаты рассказали, что мусульманские страны возлагают большие надежды на главу Чечни и назвали его главным связующим звеном между ними и Россией. Что касается сотрудничества отдельно с Чечней, то основное внимание на встрече уделили инвестициям в экономику региона, включая аграрный сектор и турбизнес. Подробнее обо всем Магомед Салтамуратов. Визиту главы Чечни в посольстве Королевства Саудовской Аравии очень рады и, судя по приему, давно ждали этой встречи. На Ближнем Востоке Рамзан Кадыров – личность известная и влиятельная. Являясь доверенным лицом президента страны, он играет ключевую роль в сближении России и арабского мира. Вы продолжаете дело своего отца, героя, шахида. Я на каждой встрече упоминаю, что у меня в России есть друг Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. Мы рассматриваем вас как главное звено в активизации и упрочении отношений между Саудовской Аравией и Российской Федерацией. Высшее руководство Саудовской Аравии доверяет вам, поэтому для меня большая честь еще раз приветствовать вас и поблагодарить за то, что вы оказали очень большую честь, посетив наше скромное жилище. Еще раз хотел бы выразить вам признательность за то, что вы положительно отнеслись к нашему предложению. Спасибо, что пригласили, что нашли время. Но нам здесь реально надо, я думаю, так, с обществом российским побольше поработать, потому что иметь экономические и культурные отношения с арабским миром для нас это и важно, и нужно, и я уверен, что и для арабского мира тоже не менее. Тем более сейчас в Саудовской Аравии руководство во главе с королем, моим братом, наследным принцем. Вот, самая благоприятная ситуация. Авторитет короля и уважение к тому Мухаммаду бин Салману от общества, от руководства государства российского надо использовать. Вот, я по статистике смотрю, узнаваемость Мухаммада бин Салмана очень высокая, не только там в Саудовской Аравии, в России, в мире в целом. Поэтому сегодня современная власть Саудовской Аравии с пониманием относится ко всему происходящему и принимающая выгодные там решения для мирового общества, а не тех. Раньше как бы для Саудовской Аравии там было, а сейчас они больше открылись для мира там, и показывают, что Саудовская Аравия это не терроризм, не экстремизм, это тоже общество, которое имеет достойное место в мировом сообществе. Восток – дело, конечно, тонкое, тем более, когда речь идет о политике, но глава Чечни давно нашел с ним общий язык, его ценят и уважают в арабском мире. О чем свидетельствует и то, что Кадыров – первый россиянин, который вместе с королем принял участие в обряде омовения Каабы. Благодаря хорошим отношениям главы республики с руководством королевства, двери Каабы распахнулись и для сотен жителей республики. В стране, где жесты доброй воли означают гораздо больше, чем подписанные соглашения и договоренности, это, безусловно, говорит о многом. Дин агор арбах каса раси пачакан чалуш доштол колуш доштол гергралуа изаши койоч до духардун да амад хаж Саудовская Аравия юч кеч пачакин шуч арбах кас цигат вот атестхил доштол гергралуан ормша тахана дала беркатина вай пача Рамзан хажи خلون استيمش از гергралуан тахан чо гуч болш бу ака истиемш чалуш бу. Россия – многоконфессиональная страна, в которой ислам занимает достойное место. Это играет чуть ли не главную роль в укреплении отношений между сторонами. Учитывая, что Чечня за последние годы стала центром проведения различных исламских конференций и обсуждения насущных вопросов уммы, неудивительно, что строить мосты с Ближним Востоком Кремль доверил именно главе Чечни, мусульманину и патриоту своей страны. Россия махках больш бусубна ханна, Россия махкал арха больш бусубна ханна, астина. خوشتو نخج رسپلکوی گل پوچو رمضان هشته عرب مخکسه بوسبنا خسه لوش خل داشتال داق مش ويخ مثل يتبيل بالله ويد عدوان شراحة يوق كونفرنسيرة أهل سنة ملش بوال بالقلديش أن غوغيلر دونان شوح أم بعدو أز غوغان تحيي خزنية سنجو وبركتي خلي
Глава Чечни вхож во многие королевские дворы Ближнего Востока. Встречался с королем Саудовской Аравии Абдалло ибн Абдель-Азизом, королем Иордании Абдаллой II и десятками других лиц, имеющих влияние в политической жизни арабского мира. 4 года назад Рамзан Кадыров совершил, так сказать, турне по Ближнему Востоку. Нанес визит в Иорданию, Саудовскую Аравию и Бахрейн с целью налаживания экономических связей, итогом которого стала реализация в Чечне крупных инвестиционных проектов. В этом году свои двери должен открыть Грозненский международный университет на 4000 студентов. Это совместный проект Чечни и Объединенных Арабских Эмиратов. В комплекс входит учебный центр, современный спорткомплекс, общежитие и библиотека. И суперэлитный отель «Канвас». Гостиничный комплекс рассчитан на 120 номеров. Предусмотрены все условия. Ресторан, парковка, бассейн, фитнес-центр, конференц-залы, теннисный корт и даже торговый центр. Спорт, образование. Шайги дон, металл дон, жадовый дон, международный университет дон, новый дон, строительный дон, квартал дон. Алхамдулилlah, шайги убиди худу дон. Строек считать, мы можем говорить, самый главный показатель, что строительство не останавливается. Та график нарушен, финансирован дон, транспорт дон, пресс-интернет, инвестор дон. Сближение Москвы и Эр-Рияда, безусловно, имеет важное стратегическое значение как для Саудовской Аравии, так и для России, в которой проживает около 30 миллионов мусульман. Я уверен, что если вы, послы, больше будете заниматься вопросами объединяющего направления нашего государства, то мы станем вам хорошими помощниками и будем делать так, чтобы ваше руководство гордилось, и наше, и общество было довольно, потому что Саудовская Аравия — это для любого мусульманина, это для всего. Вот союз, который сегодня создается, раньше, в персидском языке, это нам раньше как казалось, что это все вместе. Сегодняшний союз, который шейх Мухаммад бин Заид, Эмират, Салман, король Саудовской Аравии, Бахрейн, а сейчас они объединяют все усилия. Поэтому на этом свете все мы должны укрепиться во благо тех людей, которые хотят достойно жить. Хотел бы сказать несколько слов. Действительно, решение двух руководителей, его превосходительства президента России, господина Путина, и служителя двух святынь, они направлены на то, чтобы упрочить наши двусторонние отношения. И я так понимаю, что оба руководителя дают четкие указания и инструкции относительно необходимости упрочения двухсторонних отношений. В ходе торжественного ужина в честь главы Чечни участники встречи договорились также о проведении в республике экономического форума с участием бизнес-элиты арабских стран, что позволит укрепить дружеские, культурные и деловые связи между сторонами. В память о встрече и знак признательности посол Саудовской Аравии подарил Рамзану Кадырову священный Коран. Одним из существенных шагов, которые наглядно демонстрируют влияние главы Чечни в арабском мире, безусловно, можно считать освобождение из ливийского плена экипажа танкера «Механик Чеботарев». Выход из этого политического тупика удалось найти лишь после вмешательства в переговоры Рамзана Кадырова. Растущая роль Рамзана Кадырова в исламском мире видна и на примере длительной борьбы США и России за арабский мир. Ведь даже якобы лояльные Западу Эмираты не поддержали антироссийскую политику штатов по введению санкций против нашей страны. Не повлиял на позицию ближневосточных партнеров даже визит Обамы, главная цель которого, естественно, заключалась именно в этом. Благодаря авторитету Рамзана Кадырова Чечня, несомненно, стала связующим звеном в цепи российско-арабских отношений. Так сказать, окно на Ближний Восток, которое открывает большие возможности, что очень символично, ведь Россия и арабский мир давно нуждались в перезагрузке отношений. Магомед Садмурада, Руслан Яхя, Альберт Салаханов и Тимур Хайдаров. Новости 7. Сегодня у нас в гостях пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов. Маршал. На встрече с главой республики послы арабских стран дали понять, что возлагают большие надежды на Рамзана Кадырова. То есть взаимоотношения России с исламским миром в основном налаживаются через главу Чеченской Республики. Это говорит о безусловном авторитете Рамзана Кадырова в этих странах. И это в первую очередь большая честь, и во-вторых, это большая ответственность. Как к этому относится сам Рамзан Кадыров? Но вы правильно сказали, это исключительно и большая честь, и большая ответственность, потому что Ближний Восток – это
не только набор каких-то стран, это регион, в котором проживают в основном мусульмане, это страны, где исламские святыни, и, к сожалению, это страны, где сегодня очень обеспокоенная ситуация. И, Рамзан Ахматович, то, что вы сказали, это действительно ответственность очень огромная, потому что когда мы речь ведем о взаимоотношениях между Россией и Ближним Востоком, то за спиной у Рамзана Ахматовича, как главы республики и политика федерального масштаба, стоят интересы всей нашей России и интересы всех граждан, которые живут в Российской Федерации. И ему очень успешно удается эти задачи решать. Вы знаете, в мире нет такого, чтобы авторитет можно было держать на должности одной. Так не удается ни одному политику. Есть главы, президенты крупных стран, которые занимают очень большие должности, но в мире они не пользуются каким-то большим авторитетом. А авторитет Рамзана Ахматовича, он основан на его делах. Понимаете, вот каждый божий день он занимается реальными делами. И вот когда мы говорим о Ближнем Востоке, это дела, которые, значит, способствуют тому, чтобы непростые на каких-то этапах отношения между Российской Федерацией и отдельными ближневосточными странами, они сперва, значит, как-то потеплели, а потом получили какие-то, значит, установления тесных связей, и в первую очередь это экономические, политические, гуманитарные, не будем скрывать, и военные, военно-политические связи. И это ему очень успешно удается. Вот что касается роли главы Чеченской Республики в налаживании отношений между Россией и Ближним Востоком, это, скажем так, в чем заключается миссия главы Чеченской Республики? Это, скорее всего, дипломатическая, да, миссия? Вы знаете, внешняя политика, она, естественно, у любого государства есть какая-то выверенная, какая-то утвержденная концепция внешней политики. И, естественно, мы знаем, что внешняя политика президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в отношении ближневосточного региона, она базируется на тех его словах, которые были сказаны в Куала-Лумпуре, когда он сказал, что Россия является лучшим другом исламского мира. И вот из этого исходит, это не просто были слова, это была программа. И вот на этой программе и базируется все в дальнейшем. И Рамзан Ахматович, естественно, является носителем вот этой программы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которая направлена на то, чтобы оградить эти страны от разрушительных явлений, которые навязаны им Соединенными Штатами Америки и западным миром. Я бы сказал так, Рамзану Ахматовичу, вот внешней политики, касающейся Ближнего Востока, ему, будем так говорить, отведена значительная, существенная, большая роль. Потому что это человек, который может с первого же слова расположить к себе лидеров ближневосточных стран и может с ними установить отношения и может их поддерживать. Понимаете, нетрудно с кем-то познакомиться, трудно сдержать слово, трудно эти отношения поддерживать. И Рамзану Ахматовичу это прекрасно удается. И вы знаете, что он желанный гость в любой ближневосточной стране. У него есть действующие приглашения от глав государств всех ближневосточных стран. В Москве у Рамзана Кадырова было много встреч, и еще он дал интервью федеральному каналу. Поднимался большой спектр вопросов. Вот по-вашему, почему журналистов так интересует личность Рамзана Кадырова, интересует сама Чечня? Насколько я знаю, к другим субъектам нет такого повышенного внимания. Понимаете, бывает, что человек-политик, я не хочу про кого-то говорить плохо, но бывает, что политик говорит 3 часа с журналистами, а опытные журналисты, выходя, говорят, нечего взять из-за этого разговора. Понимаете, вот такое бывает. И в моей практике тоже было. Я за многие годы брал интервью, присутствовал на пресс-конференциях
можно сказать, сотен разных политиков и так далее. А вот если вы обратили внимание, а я уверен, что вы обратили, вот это непродолжительное интервью, 25-30 минут, Рамзан Ахматович поднял много тем, да. По этим темам дал исчерпывающие ответы, да. И вы также обратили внимание, на второй же день и даже прямо в этот день, спустя полчаса, во всем мире десятки и сотен СМИ уже цитировали его слова, да. Которые он высказал. Почему это? Потому что Рамзан Ахматович, понимаете, он не только мудрый политик. Иногда про политиков, характеризуя какого-то политика, говорят, он мудрый политик. Да, мудрых людей много. Но кроме мудрости, понимаете, она не действует, она в каком-то спящем состоянии, если она не подкреплена политической волей, политическим мужеством и смелостью, я даже сказал бы, смелость, я не имею в виду кулаками размахивать, я имею в виду, когда человек имеет смелость открыто, честно, предельно откровенно говорить свое мнение и понимать, что это мнение может кому-то понравиться, не понравиться и так далее. Но он знает, что за ним стоит народ, он знает, за ним стоят интересы в данном случае и всей страны, и он знает, что для того, чтобы эти интересы защищать, нужно быть откровенным и поднимать злободневные темы. Ну и как охарактеризовал глава Чечни свою поездку в Москву? Каков итог? За неполных 2 дня он принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию регионов в Доме правительства Российской Федерации, и у него состоялось 11 встреч. И каждая встреча, она имеет огромное значение. Мы результаты увидим завтра, послезавтра, в течение месяца, полугода. Имеет огромное значение, потому что весь пласт проблем, который был поднят Рамзаном Ахматовичем, нашел решение и поддержки. Спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Это было. Аминь. Это был пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Полную версию интервью с ним смотрите сразу после нашего выпуска. Во время своего визита в Москву глава Чечни дал интервью телеканалу «Россия-24». Рамзан Кадыров рассказал о том, за счет чего развивается регион. Пожалуй, это один из главных вопросов, которым интересуются многие за пределами Чечни. Поделился новостями из области сельского хозяйства, поскольку это направление в регионе взято как одно из перспективных, и на него делают ставку местные власти. Не обошлось, конечно, и без туризма, который в последние годы набирает популярность, рассказывает Зура Саламова. В числе первых вопросов, интересовавших журналиста телеканала «Россия-24», успешное завершение командировки военнослужащих батальона военной полиции России в Сирии. После 3-месячной службы они вернулись домой. Войсковое подразделение стало первым в истории вооруженных сил России, выполнявшим боевое задание за границей. Рамзан Кадыров отметил, что участие в этом боевом задании – честь для каждого служащего чеченских правоохранительных органов. Это прерогатива Верховного Главнокомандующего. Те люди, которые призваны служить и служат в Министерстве обороны, других спецподразделениях, они должны выполнять приказ. И то, что удостоился честь батальон, который десятствует в Чеченской Республике, большинство сформировано из чеченских ребят, такой чести от руководства государства и выполнить такой важной миссии, это для всего чеченского народа, это большой и плюс, и большое доверие. И то, что ребята выполнили поставленные задачи, приказ министра обороны на все 100%, это тоже радует. Говоря о стабильности и мире на чеченской земле, нельзя упустить и ряд событий, ставших предшествием к этому. И в первую очередь это референдум. 14 лет со дня принятия Конституции и непрерывного развития региона Рамзан Кадыров рассказал о том, какой ценой достигнуты эти успехи. Референдум – это исторический день, исторических событий чеченского народа. И даже в российском обществе тоже. Чеченцам никогда не давали возможность определиться, что они хотят на самом деле. И после того, как мы провели референдум, приняли Конституцию, сформированы были все эти власти, и пошла, так скажем, работа у нас в лучшую сторону. Мы начали восстанавливать республику с помощью и федерального центра
И мы начали говорить об экономике, хотя у нас не было просвета даже, вот, куда надо двигаться, не понимали. Те люди, которые там были прикомандированы, так скажем, обеспечение безопасности или там восстановление там, республики, экономики, у них понимания не было, что можно сделать в Чеченской республике. И благодаря вот именно волевое решение руководства государства, лице президента Путина, у нас вот, и появилась и стабильность. И сегодня мы говорим о процветании и об экономике. И экономика у нас мы развиваем именно в плане промышленности и сельского хозяйства. И плюс у нас дополнительный туризм мы развиваем. Если там с 90-х годов мы говорили там о десятках туристов, а теперь мы говорим о сотнях тысяч туристов. И мы в последующем хотим сделать так, чтобы город Грозный стал кавказским центром молодежи. Стереотип о нефтедобывающей столице уже устарел. Сегодня свою экономику Чечня строит на развитии сельского хозяйства, промышленности и туристической привлекательности. Рамзан Кадыров отметил, что особое внимание уделяется и привлечению инвестиций. В этом помогают хорошие отношения с арабским миром. Часто инвестиции приходят в республику, то это очень даже перспективное дело для региона, и для частного инвестора, и для общего. Больше у нас инвесторы приходят из-за рубежа. Потому что есть местные тоже есть. У нас, так скажем, дружеские, братские отношения с инвесторами. И такие инвестиции, которые там за миллиарды долларов. То есть они верят лично вам? Да, больше доверяют чеченскому народу, так можно сказать. Если они вкладывают миллиарды долларов, там, если у нас ни один проект не приостановлен, все краны работают, подъемные, и финансирование не остановлено, даже исходя из той ситуации, которая складывается вокруг России. Чеченская республика всегда славилась развитием сельского хозяйства. Более 80% пищевой продукции местного производства. Основная доля работы лежит на частных предпринимателях. В большинстве своем это зарубежные инвесторы. В ходе интервью прозвучал вопрос о межконфессиональных отношениях. После военных событий численность русскоязычного населения в республике значительно сократилась. Однако сегодня для представителей других национальностей и вероисповеданий создаются все условия. Об этом говорит и строительство самых красивых православных храмов. Мало живут русских. Раньше больше было. После военных событий, там, во времена Почему? С чем вы это связываете? Военных Почему событий уехали, знаешь, вот русскоязычные там. И больше была такая программа, так можно сказать, придуманная, чтобы уехало русских там. А сейчас очень много возвращаются. У нас абсолютно в республике нет никаких там сложностей межконфессиональных. Недавно мы открыли на Ульском районе православный храм, самый красивый на Кавказе. Сейчас в Чалковском районе уже закладывают капсулу, уже строят. И первым у нас в храм восстановили в Грозном. Абсолютно у нас нету абсолютно между там конфессиями там такие проблемные отношения. Самый, можно сказать, показательный регион в этом направлении – это Чеченская республика. Завершая свое интервью, Екатерина Гринчевская поинтересовалась о том, что за последние 14 лет изменилось в характере Рамзана Кадырова не только как влиятельного политика, но и простого человека. Мне 14 лет назад было легко. Я был тогда сотрудником. Тогда был наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров. Я был за спиной Ахмад Хаджи, и мне было легко. Быть руководителем региона или там организации, если ты относишься с ответственностью, то трудно. Это сложно и опасно. В том плане ты внесешь перед Всевышним, перед руководством государства, перед народом ответственность. Поэтому ошибаться не имеешь права, и днем и ночью должен быть начеку, так смотреть, что произойдет. Каждый, когда дождь идет, люди радуются. А я смотрю, выхожу, все ли в порядке везде. Если ветер, люди, как красивый ветер, посмотри, а я выхожу, чтобы не случилось где-то в районе, в селе, что-то последствия. Каждый день для меня был в жизни, так скажем, примером для себя, и даже воспитанием, и я больше начинаю каждый день любить свою родину, народ. И даже вчера один мой хороший знакомый задал вопрос, важнее для тебя в жизни, что? Я говорю, отвечаю, религия. Потом я говорю, народ, потом семья, а почему он, я говорю, религия, народ, семья. Я называю религией, потом мама, потом народ, так я называю. Потом но это вы их в порядке приоритета так расставляете? Да. И почему семья на третьем-четвертом плане Я говорю, мой отец ставил так, я говорю, и из-за этого я тоже, мой народ, это большая семья.
А дети, там, это маленькая семья. Поэтому, если я не буду беспокоиться за большой семье, там, маленькая семья, там, счастья никогда не получит. Поэтому я больше ставлю, там, народ превыше всего. Религия, народ и семья. Интересы республики всегда в приоритете у Рамзана Кадырова. 24 часа непрерывной работы. За получасовое интервью глава Чечни раскрыл секреты успешного политика, верующего человека и хорошего семьянина. Зура Саламова, Луиза Янусова. Новости 7. На неделе глава республики принял участие в торжественном митинге в честь Дня войск Национальной гвардии России. Рамзан Кадыров поздравил бойцов и отметил, что они успешно справляются с задачами по обеспечению безопасности и правопорядка. Всего лишь за 1 год, а это и есть время создания Нацгвардии, она стала одной из самых важных военных структур. Здесь же глава Чечни наградил высокими наградами гвардейцев, особо отличившихся в службе. Подробнее Хадижа Гугуева. Товарищ глава Чеченской Республики, личный состав Росгвардии по Чеченской Республике готов для проведения торжественного мероприятия. Докладывает помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, первый заместитель начальника управления Мартынов. Вольно. Вольно. Торжественное мероприятие в честь годовщины создания Росгвардии начинается с возложения цветов к мемориалу памяти первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. Сразу после этого к силовикам обратился глава республики. Салам алейкум. Он поздравил их со значимой для бойцов датой и пожелал успеха в службе. Год назад президент России Владимир Путин принял очень важное решение о создании Национальной гвардии. Командование доверено опытному военачальнику и боевому генералу Виктору Золотову. Под его руководством Нацгвардия за короткий срок стала одной из самых важных военных структур страны. Нацгвардия борется с терроризмом и организованной преступностью, охраняет важные объекты и спецгрузы, содействует ФСБ в защите границ. Спецподразделения Нацгвардии, дислоцированные в Чеченской Республике, имеют высокую боеспособность и готовы в любую минуту выполнить приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Бойцы считают для себя за честь служить в составе Национальной гвардии. Дорогие соратники, вы много раз доблестной службой доказывали преданность Отечеству и народу. Как верные сторонники курса нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, вы неоднократно принимали участие в масштабных спецоперациях, всегда четко и профессионально выполняли свой воинский долг. Благодаря вашему мужеству и решимости удалось искоренить терроризм и экстремизм в регионе, отстоять целостность России. Я уверен, что с такими воинами для нас нет невыполнимых задач. Благодарю вас за отличную службу. Желаю успехов в деле защиты мира и спокойствия наших граждан, их конституционных прав и свобод, государственной и общественной безопасности нашей великой Родины. 15 отличившихся сотрудников наградили медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, защитнику Чеченской Республики, а также благодарственными письмами. Служу Российской Федерации. В Росгвардии поблагодарили Рамзана Кадырова за внимание, которое руководство региона уделяет военнослужащим. Спасибо вам огромное за то, что постоянно уделяете нам внимание, поддерживаете действующих сотрудников и ветеранов, помогаете в укреплении учебно-материальной базы. Ваша помощь и поддержка вносит неоценимый вклад в развитие войск Национальной гвардии в Чеченской Республике. Национальной гвардии всего лишь год, но даже за такой короткий срок чеченские силовики сумели достичь больших результатов. Профессионализм наших бойцов отмечал и главнокомандующий войсками Росгвардии Виктор Золотов во время своих визитов в Чечню. Он ознакомился с особенностями работы здешних сотрудников и учебно-материальной базой. Увиденному Золотов дал высокую оценку. Здесь же он был награжден орденом Кадырова. Награждается орденом Кадырова генерал армии Золотов Виктор Васильевич, директор Генерального службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками Национальной гвардии России. Хочу сказать, вам действительно есть чем гордиться. И победа на чемпионате мира – это яркое тому подтверждение. Вы сейчас находитесь на острие, так сказать, являетесь наконечником копья в борьбе с терроризмом, экстремизмом. И я хочу сказать, вы котируетесь как номер один и вообще как бы по всей стране. На ваших плечах вот вся защита. То, что в центре все проходит спокойно, это в этом огромная ваша заслуга. Вот глядя на таких бойцов, любая страна мира позавидовала бы, знаете, такой подготовке и таким бойцам. Я понимаю, что это действительно, в первую очередь, заслуга самого Рамзана Ахматовича, но и вторую всех его подчиненных, всех его заместителей.
И в первую очередь, конечно, это инструктора. Это настоящие педагоги, настоящие профессионалы своего дела. Когда приехал сюда, туда, к себе, в главное командование, я обо всем увиденном рассказывал там, во-первых, об экипировке, вооружении, о подготовке, обо всем. Я хочу сказать, вот сейчас проходил, возвращаясь к тому, что сказал, проходил вдоль строя. Вы знаете, ну действительно любо дорого смотреть. Такая мощная гвардия, такие бойцы стоят. Чеченским управлением Нацгвардии руководит Шариф Делимханов, посвятивший работе в правоохранительных органах много лет. Он один из тех, кто с самого начала был рядом с первым президентом. Шариф Делимханов занимал пост командира полка полиции управления вневедомственной охраны МВД по Чечне. Особое внимание уделяет физической и боевой подготовке сотрудников Нацгвардии. Чеченские силовики постоянно совершенствуют свои навыки, регулярно проводят учения, где осваивают новые методики. Надо отметить, эти занятия весьма плодотворны. Наши бойцы даже делятся опытом с коллегами из других регионов. Наглядный пример – проведенный в республике тактический семинар, где командиры спецподразделений управления войск Нацгвардии ознакомились с особенностями работы наших силовиков. Гости отметили высокий уровень подготовки чеченских бойцов, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Здесь очень хорошие профессионалы-инструктора. Здесь думающие, болеющие за свое дело люди. Годовщина Росгвардии для Усмана Дакаева стала двойным праздником. Его наградили медалью «Защитнику Чеченской Республики». В правоохранительных органах Усман работает уже 15 лет. За его плечами служба от инспектора по делам несовершеннолетних до руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы управления войск Нацгвардии по Чеченской Республике. Я выбрал не работу, не должность, я выбирал путь. Это путь нашего первого президента Ахмада Хаджи Кадырова, который, как мы уже воочию видим, ведет к процветанию республики, к возрождению ее. Моя задача, как сотрудника правоохранительных органов, быть максимально полезным на этом пути. Сегодня Росгвардия – это мощная структура, которая стоит на страже правопорядка и способна дать жесткий отпор международному терроризму. Подразделения оснащены самой современной военной техникой. И все это благодаря пристальному вниманию, которое нуждам силовиков уделяет руководство региона. Хадижат Гугуева, Алхазур Керимов, Магомед Сулейманов, Альберт Салаханов и Магомед Шатаев. Новости 7. В попытке завладеть земельным участком жители республики в ряде случаев прибегают к не совсем законным действиям и в итоге сами же страдают от этого. Причина в основном незнание правил подготовки бумаг. Мы решили спросить у компетентных органов, как правильно оформить документы на земельный участок, чтобы в случае чего хозяин мог предъявить свои законные права. Слово Изнауру Заурбекову. Знание правил аренды или покупки земельного участка стало очень актуально. В последнее время аферисты, пользуясь неосведомленностью людей, оформляют им незаконные документы на земли, которые относятся к сельхозкатегории. На самом же деле они предназначены только для посева или выпаса скота. Таких земель в нашей республике 1 миллион 17 тысяч гектаров. Есть нормы закона, и они строго соблюдаются. Гражданам не стоит прибегать к услугам различных аферистов в избежание дальнейших проблем с земельными участками и законом. В соответствии с изменениями в законодательстве 2006 года человек имеет право только арендовать земельный участок. Если человек хочет взять в аренду любой земельный участок, прежде всего он должен обратиться в свою районную администрацию, где проведут комиссию, и если подтвердится, что действительно нужна эта земля, она будет выставлена на аукцион, где сможет делать свою ставку, сумму ежегодной аренды, и если этот аукцион он выиграет, то получит землю под свое личное строительство. Для удобства и прозрачности проведения аукциона он был переведен в онлайн-режим. Теперь желающий может сделать ставку на землю, которую он хочет арендовать, перейдя на официальный сайт. В отношении всех земельных участков публикуется извещение в печатном издании или на официальном сайте. Проведение торгов торги.gov.ru.
Ошибочно считать, что если на руках имеются документы на земельный участок старого образца, то этого достаточно, чтобы подтвердить свое право на собственность. После вступления Земельного кодекса в силу после 2001 года на руках должен быть нормативный акт. Выдается выписка из хозяйственной книги, где говорит, что ему тогда выделен земельный участок, он имеет вот этот земельный участок в наличии. Вот эта выписка является основанием для оформления, потом он межевое дело, все готовит, когда с учетом, и потом в регпалате ему регистрирует этот участок на праве собственности. После 2006 года, через аукцион, если он приобрел, у него должен быть договор аренды земельного участка. Ярким примером того, к чему может привести покупка земельных участков противоправным путем, стал случай в селе Давыденко Ачхамартановского района. Из-за отсутствия необходимой документации между односельчанами были недопонимания. Председатель парламента встретился с жителями и объяснил, как все должно быть по закону. ويك حشبل ديانا ناخي ديانا تخايت عما باس لا دوك بقويات وعزكوني داكش بقويات из ديانا постановление правительства ю ариош цхандаган йолшати шиндаган йолшати итдаган йолшати وای قشر حقوق دیانا پرمیر نشین دا آکیت کود حقوق سیمیای نخبو پر ریسپوبلیک دیانا هره حقوق اوبشیو والله دیانا اش نكسر حيز واش الحشاش غوشي حيز واش دوش واش هنا اش ديانا عيدلو شنو يحكنوا مايات عيدلو شنو يحكنوا لات دات عيدلي غير اش يسلات دات عيدلو شنو دل كي غدات تان لدينا نيس حنتك شو حلاغه ها عيدلو دلكم كيخ دول Земельный вопрос находится на особом контроле главы республики. Рамзан Кадыров неоднократно подчеркивал актуальность этой темы. В попытке получить в свои владения дополнительные квадраты земли жители республики сталкиваются с аферистами, которые и оформляют для них незаконные документы, не задумываясь о последствиях, порой приводящих к административным взысканиям. Если устанавливается факт самовольного занятия и использования земельного участка как сельскохозяйственного назначения, так и другого назначения, в том числе в границах поселений, законом предусмотрена ответственность административная, в первую очередь, это статья 7.1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая наказание в виде штрафа. Но в случае установления более конкретных обстоятельств, в том числе умысла лиц, конкретные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. Захват чужих земель и строительство на них жилья порицается и религией. Сол соонага Ялшу алейхи салату вассалам лул хочунларда диештол хакныш, лахтиларда диештол хакныш билгал дахна, ила хакки лардер хамма, وين تخواتن дол عادي لو نظام билгал дахка, وين تعدو и низам ларда. Все должны понимать, что приобретение или аренда земельного участка должны быть оформлены в соответствующих органах, строго следуя букве закона. Противоправные попытки стать собственником земли приведут к тому, что человек будет обманут аферистом, а заветный участок он так и не получит. Из Наур Заурбеков, Руслан Яхяев и Магомед Шатаев. Новости 7. Субботник, объявленный главой республики, продолжается. На неделе были озвучены промежуточные итоги. Ответственный за проведение субботника в регионе Магомед Даудов еще раз напомнил, что думать о чистоте и благе родного края – долг каждого. Об этом не раз говорил и Рамзан Кадыров, который, напомню, тоже присоединился к коллективному труду. Продолжит Хадиш Гугуева. Конец февраля. Рабочее совещание в столичной мэрии Рамзан Кадыров начинает со слов о необходимости привести в порядок территории городов и населенных пунктов республики. Это относится не только к коммунальным службам и руководителям ведомств. Благоустроить и привести в надлежащий вид свои приусадебные участки придется и хозяевам, говорит глава Чечни. А в адрес тех, кто не желает соблюдать чистоту, будут приняты соответствующие меры. وقوش ولوي راح تسألوا لا تودعك قايق ديش تقول مثلا تسألني عايز تسألني نك تسأل لا تويز إلاش شابك جيتو شو شابك عن قاقين أجي دونه شو دعالت شو دخز ديت نهاية شيء كوكيت دول دي شو شولتك إذا دونه تندو ريست عواويز غالي يقعتين بول وير شولتك سنفيك يكيات سوشيت إن لا تويز تندل دان مسلم وبيش دان حاجة عجيب متك دانا إن لا توشيت نيس يشيت
دعكيزستان دعت أن يزمت حياكيز توني يوشيت الدامو أتسيا وغالا دونا مسألة آردو ناخ شا إدل ميلوك دونا начиная с Грозного, заканчивая дон, каждый населенный пункт дона, удобно создавать ешь, моссу авордс, а не есть ночью. Здесь же глава региона объявляет март месяцем чистоты в республике и призывает граждан принять участие в массовом субботнике. Буквально с первых дней весны сотни и тысячи добровольцев облагораживают улицы, дворы и приусадебные участки. Эта работа проводится во всех населенных пунктах. В стороне от общего дела не остается и сам инициатор. Рамзан Кадыров на личном примере показывает, что поддержание чистоты и порядка в родном крае есть не что иное, как проявление любви к нему. Beste in Ols, zie je nog bij boekjes. Je kunt je met je dan bij loos ado. Als je met dat beer snabo, ja kan haar blok am adat ze betrokken. Je bij haar beer gaat daar beer, en beer, in beer as. Zij je beer loos met je. En je toch jou aardig dan. Zie me ook hoe ballig weg hoe ze pensie en er. Шавеги дом кулантана, хазгешу шавеги. Для контроля за качеством работ главой Чечни создан оперативный штаб, который возглавил Магомед Даудов. На неделю он подвел промежуточные итоги месячника с представителями столичной мэрии, где отметил, что благодаря массовым субботникам города и населенные пункты республики заметно преобразились. خزداتي ديون شيء يرد قيش يرد ناخ بحكنا شيء يرد قيش يرد ناخ تاني شوش يوز بوعد يوز سونا ديون شيء تعدل كارت ديون دوغ يشوش إيش ديون كارت ديون يترياتشون قاع عري سوغر متك حياقني سوغر هردني بوشاش ليلر دوش طلع شيء متك دوغي داعي وتجين أنا عايوي يوز عايوي. Санитарная очистка территории продолжается и по сегодняшний день. Более 500 человек вышли на субботник в поселке Старая Сунжа. Местные жители убирают мусор, обрезают сухие ветки деревьев. Без дела здесь не остается никто. Всего же с 1 марта в субботнике приняли участие около 250 тысяч человек. Задействовали до 19 тысяч единиц техники. Совместными усилиями жителей очищено почти 40 миллионов квадратных метров территории. Вывезен мусор объемом более 130 тысяч кубов. Посажено свыше 16 тысяч деревьев. Хадижат Гугуева, Магомед Сулейманов и Магомед Шатаев. Новости 7. Накануне в Чечне начался прием документов, желающих совершить хадж. В этом году в священную Мекку из республики отправится 2600 паломников. Каждый год выполнять один из обязательных столпов ислама мусульманам помогает и фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова. За счет фонда совершили хадж многие жители нашей и соседних республик, те, у кого нет возможности поехать за свой счет. Необходимый пакет, включающий в себя биометрический паспорт, 2 фотографии и копию российского паспорта, нужно подготовить до 30 июля. Разрешением вопросов, связанных с организацией хаджа, занимается Духовное управление мусульман. На особом контроле процесс подготовки держит и руководство региона. Primoje rešili još vegala da madinti. Ulli agastini šoš šiatu bega utavruviče. Jo šiatu nažkar došlo jo irdani dareske da autobus da avruboš gastiniče. Genu još išti šinki pardinove. Šiatu ni holi haj guruš. Šiatu bega ulli agastini guruš šiatu bosa gena još guruš. Dakle še dol voprosa hajza volvoš vostega mufti adi havijena čavo beloška. خاتشان مو خردو تا پاسپورت اپلاتا ینا شی حاز پاسپورت دو چوچنا کوزا کیتانسی لوردو پاسپورت سیو یرت دقیقاس اشتا و پاچو واقع و مخا قدول هما داشا عنا در اشتا حاج بروسنا عدال دو ترغو يشه اسود دين دال مولها دينا بوسو اقا احيوكش ديل شي دوحه قايق نيه توقع دال مولها دال حاز و نيه بلدو چون دال قبل دول داشي دول.
О строительстве горнолыжного курорта «Ведучи» шла речь на совещании, которое провел на неделе в горах первый заместитель министра России по делам Северного Кавказа Адис Байсултанов. «Ведучи» должен стать эталонным курортом страны, отметили собравшиеся. Он является одним из ключевых проектов в рамках Северокавказского туристического кластера. Напомню, недавно о значимости чеченского курорта говорил и председатель правительства России. «Ведучи» был одним из 3 названных премьером курортов страны, на который власти делали ставку. Очень красивое, удобное со всех точек зрения место для развития курорта «Ведучи». Есть некоторые вопросы, которые возникают, которые нужно поэтапно решать. В частности, это и внешняя инфраструктура. Естественно, республика сделала огромный шаг по решению этих вопросов, но есть еще те составляющие, которые необходимо решить. Будем совместно с республикой Корейская эту задачу решать. Всесезонный горнолыжный курорт. У нас в России его очень мало. Естественно, он имеет, скажем так, значение не только для региона, даже не окружной. Он сквозной проект для всей страны и очень важно. Нужно поворачивать туристов с Куршавели и с других направлений. У нас красота горная намного лучше, красивее, люди добрее, гостеприимство намного шире, лучше во всех отношениях. А для этого нужно строить курорт, чтобы люди могли куда приехать, остановиться, чтобы было все комфортно. Основная зона катания полноценного проекта «Ведучи» будет на североориентированном склоне, он сзади нас. Он включит в себя порядка 12 километров трасс, около 6-8 дорог, сейчас это будет уточняться проектом. Будет создана транспортная канатная дорога с южно-ориентированным склоном на североориентированный склон. Это уникальная дорога по технологии трехканатный 3С. Таких канатных дорог единицы во всем мире. С пролетом более 3 километров от одной точки до второй точки. Эта канатная дорога будет использоваться для загрузки североориентированного склона, где будет основная зона катания. Учебная зона катания, соответственно, располагается на южно-ориентированном склоне, более простой, более доступный. Ну а теперь коротко о других темах недели. В Дагестане установили обелиск памяти первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии открытия приняли участие официальные делегации из 2 братских республик. Примечательно, что идея и сама работа принадлежат местным жителям, которых вдохновило на подобный шаг уважение к Ахмату Хаджи за его служение народу и исламской вере. Собравшиеся отметили, что подобные действия служат еще большему укреплению связи между народами. Здесь же одному из инициаторов мемориального комплекса вручили именные часы от главы Чечни и почетную грамоту за вклад в развитие межнациональных отношений. Без наград не остались и другие участники строительства мемориала. Чеченский парламент принял закон о праве школьниц носить хиджаб. Это стало своего рода ответом на заявление министра образования России, которая выступила против платков в школе. Напомню, тогда глава Чечни первым встал на защиту хиджаба. Депутаты парламента одобрили законопроект об изменениях в закон об образовании в Чеченской республике, которые разрешают ношение одежды или символики согласно народным традициям или религиозным верованиям. На неделе немецкие врачи провели крупную благотворительную акцию в Чечне. Договоренность об этом была достигнута между региональным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова и негосударственной организацией «Интерпласт Германия». Врачи прооперировали около 80 детей, которым было предписано лечение за границей. 3 из числа осмотренных пациентов выйдут за рубеж для более тщательной диагностики. Подобную помощь европейские врачи оказывают региону не впервые. На своей странице в Инстаграм глава республики поблагодарил всех, кто принял участие в организации этой благотворительности. В республике продолжаются масштабные мероприятия по профилактике и сбору накопившейся задолженности налога на имущество. В частности, речь идет о налоге на транспорт. Эта тема поднималась главой республики в ходе совещания в правительстве. Тогда Рамзан Кадыров поручил фискальным органам активизировать работу. Практически во всех районах идут совместные с управлением ГИБДД и службой приставов рейды. Также до людей доводит информацию о мобильном приложении службы судебных приставов, в котором содержится база данных должников. Узнать о своей задолженности можно и на официальном сайте налогового ведомства.
Накануне в Казахстане прошел первый выездной международный бойцовский турнир WFCA 35. Участвовали бойцы из 8 стран мира. 8 чеченских спортсменов одержали победу. Выиграл и Хусейн Халиев, который в главном бою вечера встречался с бразильцем. На своей странице в Инстаграм глава Чеченской Республики поздравил победителей и поблагодарил организаторов турнира. Подробнее обо всем Артур Хункурханов. Организаторы постарались, чтобы турнир запомнился не только зрелищными поединками, но также и красочным выступлением творческих коллективов. С народными танцами перед зрителями выступил казахский коллектив. Свой номер представили и чеченские артисты. В андеркарде 35-го турнира было 6 поединков. В составе клуба «Ахмат» выступили спортсмены из Казахстана и России. Среди них Василий Тахтай, Диас Еренгаипов, Шамхан Данаев, Рашид Дагаев и Асламбек Мусаев. Им противостояли файтеры из Дагестана, Белоруссии, Грузии и Молдовы. Ни единого шанса атлету из Юго-Восточной Европы Андрею Чеботару не оставил боец клуба «Ахмат» Хасайн Крашер Даудов. Жестко и плотно. Есть попадание, есть и 3. Бойцовские пары майнкарда по достоинству оценили бы даже самые заядлые критики мира ММА. Ведь в нем было представлено 2 чемпиона лиги WFCA, а также еще 2 финалиста Гран-при Ахмат 2016. Первыми данный карт открывали местный боец, представляющий клуб Ахмат, Гойты Дазаев, и Самат Эмильбеков из Кыргызстана. Казахстанец в самой концовке второго раунда техническим нокаутом одолел Эмильбекова. Еще один боец клуба «Ахмат» из Казахстана Руслан Серикпулов не оставил ни единого шанса файтеру из Азербайджана Акшину Бабаеву. Он все решил еще в первом раунде. Посмотрите, и кровь опять на нас. Посмотрите, Местному бойцу Фанилю Рафикову, который также представляет клуб «Ахмат», и спортсмену из Украины Александру Панасюку потребовались все 3 полных раунда, чтобы выяснить, кто из них достоин победить. На протяжении всего поединка Рафиков выступал в роли агрессора и пытался досрочно завершить бой в свою пользу. Но Панасюк выстоял. Казахский атлет все же добился победы, но уже единогласным решением судей. Ему нужно, конечно, развиваться более широко, если он хочет побеждать в ММА. Следующими в октагон вышли финалист Гран-при Ахмат 2016 Абубакар Вагаев и бразилец Джорджо Джорджиньо Фильо. Южноамериканец был подписан на этот бой буквально за пару дней до турнира. Это отнюдь не делало его аутсайдером в этом поединке, а скорее он был своего рода темной лошадкой, ведь у Вагаева также не было достаточного времени, чтобы изучить своего оппонента. В итоге поединок продлился все 3 раунда с явным преимуществом чеченского бойца. Итог – победа единогласным решением судей. Еще один финалист Гран-при Абдулрахман Воин Дудаев бился против опытного бразильца Ирмерсон Кавальканте де Оливейра. Этот бой выдался очень зрелищным. Именно такими они получаются, когда в них участвует Дудаев. Воин несколько раз с помощью тейкдаунов отправлял своего соперника на настил. Да и превосходство представителя клуба «Ахмат» было очевидным не только для зрителей, но и для судей поединка. В соглавном бою вечера выступал действующий чемпион лиги WFCA Саид Нурмагомедов. Ему противостоял Андерсон Дос Сантос из Бразилии. Этот бой не был титульным, но груз ответственности никто не снимал с плеч Нурмагомедова. И с ней, и с соперником Саид справился довольно быстро. Не прошло и 2 минут. Он удачно провел удушающий прием и записал первую победу в ранге чемпиона. Жесткая от Саида. Потрясающе попал он сейчас, так приложился, да, и удушающий. Самый главный поединок, который ждали тысячи болельщиков, это бой между еще одним действующим чемпионом Хусейном Халиевым и экс-бойцом UFC бразильцем Вальмиром Лазара. Во всех 3 раундах Халиев выглядел лучше своего оппонента. Особенно запомнился бэкфист от чеченского файтера в концовке встречи. Этой победой Халиев доказал, что он один из лучших в своей весовой категории. В первую очередь главу нашей республики Рамзана Ахматовича Кадырова и Абузеля Бисмаратова, президента нашего клуба, нашей лиги ДНР Вилшин. Глава Чечни уделяет большое внимание развитию спорта в регионе и подготовке самих спортсменов. Рамзан Кадыров не пропускает возможности не только посетить тренировку бойцов, но и сам наглядно показывает, как нужно действовать в тех или иных ситуациях во время поединка. Кто выиграет, тот сильнее всегда бывает один из 2 выигрышей. Не проявил характер, волю, так сказать, такого не должно быть. Не надо думать, долго если думаешь, но он не проходит. Надо действовать, конечно. Защищая и нападать, только тогда выигрыш.
Участников и победителей турнира на своей странице в Инстаграм поздравил и глава Чечни. Рамзан Кадыров высоко оценил уровень и организацию турнира, а также поблагодарил бизнесмена Кинеса Ракишева за весомый вклад в проведении бойцовского вечера в Астане. Артур Хункурханов, Новости 7. Бойцы Ахмата уже возвратились домой. Первый заграничный турнир Лиги WFCA, по словам тренерского состава, прошел весьма удачно. Достойно выступили и чеченские спортсмены. Любой турнир – это огромные нагрузки, так что в ближайшие дни спортсмены, скорее всего, будут восстанавливаться. И затем опять подготовка к новым вершинам. Следующий турнир Лига WFCA планирует провести в родных стенах. Очень удачно выступили. Показали хороший бой. Я хочу выразить огромную благодарность главе нашей республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за оказанную возможность нам выехать и проявить себя. По организационному плане, конечно, это плюсы, когда видим свои недостатки, видим свои недочеты, видим, знаем, уже понимаем, что нужно сделать, чтобы было качественнее. Будем делать выводы. Победитель главного боя вечера Хусейн Халиев не ожидал такого тяжелого для себя поединка. Помимо серьезного оппонента, на ход встречи повлияла акклиматизация и тяжелый процесс сгонки веса, считает он. И выложиться на всю силу не получилось, но все же Халиев оказался лучше экс-бойца UFC. Большая ответственность, главный бой вечера, все настроение зала зависит от меня. Я думаю, все видели, насколько сложно он мне удался, то есть все 3 раунда я бился до конца. И, можно сказать, чисто на характере выиграл. За короткий срок я согнал почти 18 килограммов. И вот эта весогонка сильно на меня повлияла. Но все, что от меня зависит, я постарался сделать, и воле Всевышнего получилось. Глава республики встретился с бойцами клуба «Ахмат» и поздравил их с успешным результатом на турнире WFCA 35. Рамзан Кадыров дал свою оценку прошедшему в Астане бойцовскому вечеру. Не обошлось и без замечаний. Спортсмены выступили достойно и показали зрелищные поединки. Но это не повод расслабляться. К каждому турниру необходимо подходить ответственно во всех отношениях, считает глава республики. Красиво бой показал. Как всегда, да. Что-то, Роман, ты долго боролся, а Саид там за 6 секунд дал, все решил. Что-то он за пояс бегает, да? Dik boy или что? Dik boy is можно. Ну, какие здесь? Квартин да, бабы, Хусейн смелый бабы да. Эч даулаш, на цаа шанс шанс архи что тигаму раз, но ты когда. Jo, Hussein, så blir Hussein samtidig mot de du skjønner så det den samme då tror jag så blir det så eller middels då используем это да. كويت بوا بعمديس حملت اوه فيزيك كل شيء حملت اوه هم كل شيء انت اصلا بيكس تصور عسكر تاع قواس في الهواء بس تعرف بلاد ولا الناس كده حالة ليش عاد دقيقة اساسا كويت بوا بدي كويت يا عموديس Hussein مو ده اخر من شو شو ما كان خالص على ستين أي هامين يتبقوا له بقوا كذا تخيلت قال لي لا ضعبوا أنا قلت يا صحارة تقولوا هيك ساعة سبيشال اللي شو اللي ده كروالة شو شوية Просто первый раз я могу было уже на его же Ну дик вот это вот будет от вот сюда сам Будешь это будет вот так но هو هيل ويسه والله само درس يشتغل بروح الله يسمع شو خلبوي Не обошлось и без подарков от общественного регионального фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Победителям главного и соглавного боев вечера Хусейну Халиеву и Саиду Нурмагомедову вручили ключи от автомобилей марки «Мерседес». Саид, ты хороший воин, хороший Ахматович. Я тебя тоже, наш шеф, подарок подарил. Вот, Мерседес 0. Ашиган чего, ну диглаталек, диглатер бандош, да? Рамзан, да, внимание, ешь, ну не бахкан бол бейс, ешь гинохуен цыга. Исья, شو رمزان زغودوا شيء تعمو هو ديش لا تعمو تيل ديش لا
شو زند الحار شاش تعمو إيش ورد عتر ده ابنا وين زويد وتش هو باش سبورتسميش عاشوا باخر شو رمزان تخول أربعون عاشوا شابش هذا دايريس رمضان سينيو دق صوغ دور مال داش دقيقة وين قوش هذا لا شيء هذا دايريس كذا ديلو صوغ لا هذا هذا مش ده لا Расширенный материал о встрече главы республики с участниками турнира WFCA 35 смотрите сегодня в выпусках новостей. В матче 21-го турнира российской премьер-лиги Терек сыграл в боевую ничью с Амкаром. Счет открыли хозяева поля. На 9-й минуте отличился Роланд Гигалаев, который вывел свою команду вперед. Но уже в середине первого тайма грозницы сумели сравнять счет. Магомед Дмитришев забил красивый гол хлестким ударом в дальний угол ворот Дмитрия Хомича. Опасные моменты в ходе матча были у обеих команд, но соперники не смогли реализовать их. Пермяки занимают 6-е место в турнирной таблице, опережая грозницев на 1 очко. Терек на 8-м месте. На этом все. Увидимся в следующее воскресенье. Спасибо, что были с нами. Ади Келш.